Сегодня по всей стране отмечают День Героев Отечества. Памятная дата отмечается ежегодно 9 декабря. В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжественный прием с участием Героев Отечества, на который также приглашаются члены правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. А в российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия. Сегодня отмечается этот знаменательный день в головном вузе региона. В торжественной обстановке проходит церемония награждения ежегодной премии имени Алексея Никифорова и Трифона Антонова, чьи героические поступки спасли жизни якутян. Отметим, премия вручается с 2015 года отличившимся студентам и преподавателям за героические поступки. На церемонии награждения находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую, тебе слово. Добрый день, Сергей. Но хочется отметить, что 5 лет тому назад именно в здании, в зале ученого совета, учебно-лабораторного корпуса Северо-Восточного федерального университета была учреждена данная премия. И вот в этом году ее вручают уже 5-й раз. Более подробно об этом, кому и за что вручается данная премия, расскажет нам советник первичной профсоюзной организации. Летом 2015 года выпускник юридического факультета СВФУ Алексей Никифоров и студент 4-го курса автодорожного факультета СВФУ Трифон Антонов ценой своей жизни спасли утопающих ребят и друзей. 21 ноября 2015 года на совещании ученого совета было принято решение в целях увековечивания памяти о героических поступках наших студентов учредить ежегодную премию в размере 100 тысяч рублей. И 4 года подряд мы выдавали премию студентам за проявленное мужество и бесстрашие в мирное время. Ну, хочется отметить, что в разное время обладателями премии становились студенты исторического факультета, горно-геологического факультета, Института биологических наук. Ну, а в этом году обладателями премии стали студент 2-го курса Николай Эверстов и преподаватель Евгений Захаров, отделение Института естественных наук. Именно они в июле этого года во время прохождения летней практики в Магаданской области спасли своего однокрупника Евгения Захарова от нападения медведя. Именно их поступок сегодня оценили коллеги и преподаватели Северо-Восточного федерального университета. И сейчас в зале ученого совета им вручают награды, премию в размере 100 тысяч рублей. И каждый год в этом мероприятии принимают участие родственники погибших героев Алексея и Трифона. Именно они участвуют в решении, кому выдавать данную премию. Вот что они нам сообщили. И вот уже на протяжении 5 лет награждается такая вот благородная премия в честь наших героев Алексея и Трифона. И в этом году поступило 2 заявки. Это студенту и преподавателя за их героический поступок, за помощь своим товарищам. И хотелось бы от лица родных и близких Алексея поблагодарить университет за такую вот премию, которая вручается ежегодно. Заявки на премию принимаются каждый год. В этом году его заявки принимали с 21 ноября по 5 декабря. Так что в следующем году мы услышим имена новых героев. Сергей, на этом у меня все. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров в прямом эфире рассказал о вручении премии, приуроченной ко Дню Героев Отечества.